Творческий путь многих эстрадных исполнителей, как правило, начинается еще в юности. Но что касается сегодняшней героини нашей программы, то, по ее словам, впервые она вышла на сцену, будучи еще в утробе матери. Конечно, это шутка, но то, что она впитала музыкальность своей мамы, остается фактом. Когда девочке исполнился годик, она уже пыталась напеть мелодии услышанных ею песен. В 6 лет мама отдала ее в музыкальную студию Дворца школьников города Павлодар. И тогда никто даже не подозревал, что именно она, Жанар Дугалова, станет самой маленькой исполнительницей, спевшей дуэтом с примадонной казахстанской эстрады Розой Рымбаевой. Мне было 10 лет тогда. Это, конечно, одно из самых волшебных, наверное, воспоминаний в моей жизни. Я вот как помню, вот как будто это произошло только вчера. Это действительно послужило большим толчком для меня, как для артистки, потому что все-таки не каждому, наверное, выпадает такая честь спеть дуэтом вместе с Розой Куанышевной, тем более ребенку. Да, это до сих пор минуты какой-то апатии, наверное, это одно из воспоминаний, которое меня согревает и дает мне силы. Нужно отметить, что Жанар Дугалова стала единственной обладательницей гран-при республиканского конкурса «Жас-канат» в возрасте 14 лет. По правилам, на конкурсы такого уровня не допускаются подростки. Но Жанар удалось нарушить эти правила. Более того, жюри и зрители конкурса окрестили ее казахской Марайя Керри. Согласитесь, это большое достижение для юного исполнителя. «Жас-канат» — это действительно конкурс, который дает толчок многим артистам, в том числе и мне. Я благодарна этому конкурсу, благодарна его руководителям, потому что мне было всего 14 лет, но несмотря на это они позволили мне участвовать. Я не ожидала, конечно, что займу первое место, потому что само мое присутствие там для меня, для моей мамы, вообще для моей семьи, это было большим достижением. Вот. Ну, после «Жас-каната», да, меня как-то стали больше узнавать, наверное. Я уже точно поняла, наверное, что я способна, сумею найти себя в этой профессии. Свою уверенность Жанар Дугалова решила подкрепить знаниями в Павлодарском музыкальном колледже. Но после первого года обучения она поняла, что в ее сердце было место только для одного города – Алматы. И уже на следующий год она перевелась в алматинский филиал колледжа. Я всегда мечтала жить в Алмате, меня всегда навлекла своей культурой, своей вот такой вот какой-то творческой аурой. Вот. Я каждые каникулы со своей сестренкой мы приезжали в Алмату к своим родственникам. В общем, Алмата для нас была каким-то городом чудес. Вот до сих пор у меня такое ощущение, что в Алмате что-то вот такое есть. Не знаю, как это объяснить. Вот. Поэтому тот год, который я проучилась в Алмате, он мне многое дал. Во-первых, я познакомилась с замечательными людьми. Я приобрела очень верных друзей, которые по сей день со мной. Но на этом Жанар не остановилась. Ее целеустремленность и здоровые амбиции дали ей понять, что нужно идти дальше. И она опять все бросила, на этот раз в Алматы, и уехала в Москву, в город, где каждый день зажигаются новые звезды на музыкальном олимпе. Я не знаю, как я решила, просто я в один прекрасный день встала и поняла, что я хочу учиться в Москве. Я решила поехать туда, сказала, конечно, об этом родителям, что вот я хочу, я мечтаю. Большое им спасибо, потому что мне вообще с родителями очень повезло. У меня никогда родители
не ставили какие-то передо мной ограничения, какие-то преграды. Они всегда говорили, если ты чувствуешь, что это твое, если ты знаешь, что ты можешь, значит, иди и делай. Вот, поэтому они меня всегда поддерживали и в этот раз тоже поддержали. Мы с мамой поехали туда поступать. Это был уже октябрь, ну, конец сентября, и курс был уже сформирован. Вот. Но я почему-то ни секунды не сомневалась, что я поступлю, и меня возьмут, и в общем, все получится. Так и произошло. Меня прослушали, взяли, и уже в такой вот сформировавшийся курс я влилась. В общем, так вот я поступила. Я полюбила этот город. Я не знаю, все мои мысли сейчас, мое отношение к жизни, оно сформировалось вот именно там, в Москве. Я благодарна и своим друзьям московским, и своим педагогам, конечно, вообще этому времени. Учеба в музыкальной студии, затем в Алматы и Москве, участие в различных музыкальных мероприятиях, победа на конкурсе «Джаз-ханат» – все это стало основой для большого будущего. Все это позволило воспитать в себе личность и прежде всего творческую. Может, поэтому именно Жанар попала в поле зрения известного продюсера Багы Мухиддинова. Это произошло тоже интересно, потому что у меня в руке был чемодан и билет в кармане. Я собиралась уезжать в Павлодар к маме на юбилей. Меня сначала прослушала Бага Максатовна, то есть это был кастинг такой, как вам сказать, он не был запланирован как кастинг, но один человек посоветовал меня послушать. Вот. Я пришла, значит, по указанному адресу с чемоданом, потому что я не успевала уже домой возвратиться, поэтому сразу уже готовая в дорогу. И Бага Максатовна, послушав меня, сказала: подожди, пожалуйста, можешь сдать билет, отложи свою поездку на один день. Я говорю: нет, я не могу. Она говорит: тогда подожди, сейчас Баян Максатовна придет и тебя послушает. Звонит Баян Максатовне, Баян Максатовна приезжает, также прослушивает меня и предлагает мне остаться у них, работать. На тот момент это был дуэт. Вот, я согласилась. Нет, я сказала, я подумаю. Я уехала в Павлодар, подумала в поезде, я помню. И на обратном пути тоже думала. В конце концов, решила, что, наверное, это шанс. В продюсерском центре молодая исполнительница сразу стала работать в двух проектах. В первом она выступает как сольная певица Жанар Дугалова, а во втором как участница группы Кешью. Согласитесь, это редкий случай в музыкальной индустрии, когда одно лицо выступает в разных ипостасях. Хотя Жанар признается, что по натуре она волк-одиночка, и поэтому поначалу у нее были небольшие проблемы со вторым проектом. Я говорю, я это не скрываю. Я такой человек, что мне очень быстро люди не то чтобы надоедают, но как вам сказать, я всегда хочу познавать. Всегда у меня вот жажда какого-то открытия, и будь то там, я не знаю, музыка или другие виды искусства, или просто люди, которые меня окружают. Я не знаю, почему так вот происходит, но мне кажется, я не одинока в этом плане. Но такой склад характера. Конечно, это не значит, что я хочу вот просто прервать все отношения с людьми, с которыми я провела некоторое время. Нет, я и от родителей своих устаю, и от своих друзей иногда. Просто мне такой человек, мне нужно иногда побыть одной, подумать, просто как-то вот, скажем так,
проголодаться по общению. Поначалу мне удавалось это очень сложно, честно говоря. Это, наверное, и мои коллеги замечали, девочки по группе, и вообще все вокруг, потому что, не знаю, я никогда не пела в группе и чувствовала себя поначалу неуютно. Мне казалось, ну как вот, я, ну как-то вот некомфортно, что ли, было. Со временем как-то вот приспособилась. Ну, просто это должно пройти какое-то время, прежде чем ты привыкнешь к новому в твоей жизни. Вот в этом случае также все произошло. Сейчас все абсолютно комфортно, отношения хорошие. В принципе, отношений плохих у нас в группе не было. Это вот я про свои какие-то чувства, про свои ощущения рассказываю. Вот. Сейчас все хорошо и внутри, и вне. Совмещать два разных проекта Жанар Дугаловой, видимо, несложно, но лучше спросить об этом у нее самой. Какая здесь может быть сложность? Это же все я пою. Это как бы не те же песни, но это песни, да, это тоже творчество. Конечно, репертуаром отличаются. Вообще, когда я пою сольно, я предпочитаю петь медленные песни, такие лиричные. Вообще я сама, наверное, вот мне как сольной певице ближе вот это, какая-то меланхолия, наверное. Вот. А в группе мы поем в основном динамичные песни, понятные больше нашей молодежи, наверное, танцевальные какие-то вещи. Сейчас мне нравится и то, и другое. Да. Это я говорю, действительно, положа руку на сердце, мне нравится и в группе, и сольно. Потому что, например, когда ты поешь сольно, ну, чтобы, скажем так, станцевать во время песни, да, на сцене, тебе нужна подтанцовка. Ну, в основном так получается. А в группе у нас есть постановки своих, да, где мы втроем можем и танцевать, и, в общем, зажигать. Поэтому плюсы есть и там, и там. Я стараюсь видеть плюсы. Жанар признается, что вся ее жизнь – это творчество, и даже в свободное время она занимает себя больше творческой деятельностью. Я пишу стихи, я пишу песни. Я не знаю, вне творчества, мне кажется, я живу так, постоянно в творчестве. Мне, на самом деле, очень тяжело дается все, что связано с бытом. Я абсолютно к этому не приспособлена. И вообще, я, знаете, раньше, пока у меня не было машины, всегда ходила в наушниках, потому что я не хотела слышать вот этот шум, гам и все вот эти вот непонятные движения, которые происходят вокруг меня, и этот мир суетный, да. У меня как бы немного не мое все это было всегда. И даже сейчас я, что касается обычной жизни, себя иногда чувствую достаточно не в своей тарелке вообще по жизни. Я наиболее уютно, удобно и чувствую себя и как бы спокойно, когда вот я занимаюсь вот музыкой, когда я сочиняю песни, когда я сочиняю стихи, когда я пою, вот я чувствую, что вот я там, где нужно, что вот я такая, какая я есть. Вот. А в обычной жизни это происходит крайне редко, к сожалению. Ну, поэтому вне сцены, да, я занимаюсь тем, что я пишу, сочиняю, читаю. Я достаточно много читаю, люблю это делать. Смотрю хорошие фильмы. Вот.
Ну и встречаюсь с друзьями, конечно, которые тоже творческие люди. Ну вот я пришла позаниматься танцами. Я очень люблю танцевать. Хочу представить вам Андрей Хван, команда Wake Up. Всем советую, потому что нужно следить за собой. Возраст уже не такой молодой, поэтому надеяться просто на природу уже, к сожалению, не получается. Нужно заниматься хотя бы 1 раз в неделю, поэтому я постоянно хожу к Андрею заниматься. Вот. 1 раз это мало. Да. Мы вообще поклонники Майкла Джексона вместе с Андреем. Устала? Да. Жанарка, почитай мне стихи. Андрей, что прям сейчас? Значит, время есть. Ай, ну Андрей много моих стихов слышал. Что сейчас почитать? Что-нибудь смешное? То, что может? Ну да, что-нибудь несложное. Ну, то, что я вчера сочинила. Просто я познакомилась с одним парнем. Ну так, с одним. Ну просто, пока еще не знаю, что получится из этого. И в связи с этим появился маленький стишок. Наши фразы и взгляды кратки, чтобы сбежать и румянец скрыть. Как же эти минуты сладкие, как счастливой теперь не быть. Не искала иных волнений, я любила о прошлом сны. О, как странно, наиграла. Мы мне нужны, как Татьяне ее Евгения. Не хочу я страстей безумных, и в объятия к вам не спешу. Мне б часы разговоров умных, а потом я сама решу. Написать ли письмо вам тоже, поспешить ли его послать, или здороваться с вами строже, когда буду вас вновь встречать. Проведя 1 день с Жанар, мы окончательно убедились, что этот человек на самом деле рожден, чтобы петь, выступать на сцене, писать стихи и музыку. Скромная и тактичная в обычной жизни, но яркая и дерзкая в творчестве – это Жанар Дугалова. Ее график расписан по минутам, и уже скоро поклонники ее таланта смогут оценить новые работы молодой исполнительницы. Может быть, получится кое-какой дуэт с очень хорошим, достойным певцом. Ну, это худая холоса. Вот. Точно, конечно, не могу сказать. И еще могу добавить, что я готовлюсь к одной роли. Но опять же, не факт, что я пройду, что меня утвердят, но тем не менее я получаю большое удовольствие от процесса подготовки. Вот. Это будет роль одного очень легендарного человека, настоящей легенды, можно сказать, нашей музыки, так вам скажу. Не буду раскрывать все секреты. Но опять же говорю, что это еще не точно. Но даже если не пройду, я счастлива, что мне предоставилась такая возможность хоть как-то покопаться в этом, поизучать этого человека. Это очень интересно. Меня возьмут, и в общем, все получится. Так и произошло. Меня прослушали, взяли, и уже в такой вот сформировавшийся курс я влилась. В общем, так вот я поступила.
Я полюбила этот город. Я не знаю, все мои мысли сейчас, мое отношение к жизни, оно сформировалось вот именно там, в Москве. Я благодарна и своим друзьям московским, и своим педагогам, конечно. Вообще, этому времени. Учеба в музыкальной студии, затем в Алматы и Москве, участие в различных музыкальных мероприятиях, победа на конкурсе «Джаз-канат» – все это стало основой для большого будущего. Все это позволило воспитать в себе личность и прежде всего творческую. Может, поэтому именно Жанар попала в поле зрения известного продюсера Багы Мухиддина. Это произошло тоже интересно, потому что у меня в руке был чемодан и билет в кармане. Я собиралась уезжать в Павлодар к маме на юбилей. Меня сначала прослушала Бага Максатовна, то есть это был кастинг такой, как вам сказать, он не был запланирован как кастинг, но один человек посоветовал меня послушать. Вот. Я пришла, значит, по указанному адресу с чемоданом, потому что я не успевала уже домой возвратиться, поэтому сразу уже готовая в дорогу. И Бага Максатовна, послушав меня, сказала: подожди, пожалуйста, ты можешь сдать билет, отложи свою поездку на один день. Я говорю: нет, я не могу. Она говорит: тогда подожди, сейчас Баян Максатовна придет и тебя послушает. Звонит Баян Максатовне, Баян Максатовна приезжает, также прослушивает меня и предлагает мне остаться у них, работать. На тот момент это был дуэт. Вот, я согласилась. Нет, я сказала, я подумаю. Я уехала в Павлодар, подумала в поезде, я помню. И на обратном пути тоже думала. Творческий путь многих эстрадных исполнителей, как правило, начинается еще в юности. Но что касается сегодняшней героини нашей программы, то, по ее словам, впервые она вышла на сцену, будучи еще в утробе матери. Конечно, это шутка, но то, что она впитала музыкальность своей мамы, остается фактом. Когда девочке исполнился годик, она уже пыталась напеть мелодии услышанных ею песен. В 6 лет мама отдала ее в музыкальную студию Дворца школьников города Павлодар. И тогда никто даже не подозревал, что именно она, Жанар Дугалова, станет самой маленькой исполнительницей, спевшей дуэтом с примадонной казахстанской эстрады Розой Рымбаевой. Мне было 10 лет тогда. Это, конечно, одно из самых волшебных, наверное, воспоминаний в моей жизни. Я вот как помню, вот как будто это произошло только вчера. Это действительно послужило большим толчком для меня, как для артистки, потому что все-таки не каждому, наверное, выпадает такая честь спеть дуэтом вместе с Розой Куанышевной, тем более ребенку. Да, это до сих пор минуты какой-то апатии, наверное, это одно из воспоминаний, которое меня согревает и дает мне силы. Нужно отметить, что Жанар Дугалова стала единственной обладательницей гран-при республиканского конкурса «Джаз-канат» в возрасте 14 лет. По правилам, на конкурсе такого уровня не допускаются подростки. Но Жанар удалось нарушить эти правила. Более того, жюри и зрители конкурса окрестили ее казахской Марайя Керри. Согласитесь, это большое достижение для юного исполнителя. «Джаз-канат» — это действительно конкурс, который дает толчок многим артистам, в том числе и мне. Я благодарна этому конкурсу, благодарна его руководителям, потому что мне было всего 14 лет, но несмотря на это они позволили мне участвовать. Я не ожидала, конечно, что займу первое место, потому что само мое присутствие там для меня и для моей мамы, вообще для моей семьи, это было большим достижением. Вот. Ну, после «Джаз-каната», да, меня как-то стали больше узнавать, наверное,
я уже точно поняла, наверное, что я способна, сумею найти себя в этой профессии. Свою уверенность Жанар Дугалова решила подкрепить знаниями в Павлодарском музыкальном колледже. Но после первого года обучения она поняла, что в ее сердце было место только для одного города – Алматы. И уже на следующий год она перевелась в алматинский филиал колледжа. Я всегда мечтала жить в Алмате, меня всегда она влекла своей культурой, своей вот такой вот какой-то творческой аурой. Вот. Я каждые каникулы со своей сестренкой мы приезжали в Алмату к своим родственникам. В общем, Алмата для нас была каким-то городом чудес. Вот до сих пор у меня такое ощущение, что в Алмате что-то вот такое есть. Не знаю, как это объяснить. Вот. Поэтому тот год, который я проучилась в Алмате, он мне многое дал. Во-первых, я познакомилась с замечательными людьми. Я приобрела очень верных друзей, которые по сей день со мной. Но на этом Жанар не остановилась. Ее целеустремленность и здоровые амбиции дали ей понять, что нужно идти дальше. И она опять все бросила, на этот раз в Алматы, и уехала в Москву, в город, где каждый день зажигаются новые звезды на музыкальном олимпе. Я не знаю, как я решила, просто я в один прекрасный день встала и поняла, что я хочу учиться в Москве. Я решила поехать туда, сказала, конечно, об этом родителям, что вот я хочу, я мечтаю. Большое им спасибо, потому что мне вообще с родителями очень повезло. У меня никогда родители не ставили какие-то передо мной ограничения, какие-то преграды. Они всегда говорили, если ты чувствуешь, что это твое, если ты знаешь, что ты можешь, значит, иди и делай. Вот, поэтому они меня всегда поддерживали и в этот раз тоже поддержали. Мы с мамой поехали туда поступать. Это был уже октябрь, конец сентября, и курс был уже сформирован. Вот. Но я почему-то ни секунды не сомневалась, что я поступлю. В конце концов, решила, что, наверное, это шанс. В продюсерском центре молодая исполнительница сразу стала работать в двух проектах. В первом она выступает как сольная певица Жанар Дугалова, а во втором как участница группы Кеши. Согласитесь, это редкий случай в музыкальной индустрии, когда одно лицо выступает в разных ипостасях. Хотя Жанар признается, что по натуре она волк-одиночка, и поэтому поначалу у нее были небольшие проблемы со вторым проектом. Я говорю, я это не скрываю. Я такой человек, что мне очень быстро люди не то чтобы надоедают, но как вам сказать, я всегда хочу познавать. И всегда у меня вот жажда какого-то открытия, и будь то там, я не знаю, музыка или другие виды искусства, или просто люди, которые меня окружают. Я не знаю, почему так вот происходит, но мне кажется, я не одинока в этом плане. Но такой склад характера. Конечно, это не значит, что я хочу вот просто прервать все отношения с людьми, с которыми я провела некоторое время. Нет, я и от родителей своих устаю, и от своих друзей иногда. Просто мне такой человек, мне нужно иногда побыть одной, подумать, просто как-то вот, скажем так, проголодаться по общению. Поначалу мне удавалось это очень сложно, честно говоря. Это, наверное, и мои коллеги замечали, девочки по группе, и вообще все вокруг, потому что, не знаю, я никогда не пела в группе и чувствовала себя поначалу неуютно. Мне казалось, ну как вот, я
ну, как-то вот некомфортно, что ли, было. Со временем как-то вот приспособилась. Ну, просто это должно пройти какое-то время, прежде чем ты привыкнешь к новому в твоей жизни. Вот в этом случае также все произошло. Сейчас все абсолютно комфортно, отношения хорошие. В принципе, отношений плохих у нас в группе не было. Это вот я про свои какие-то чувства, про свои ощущения рассказываю. Вот. Сейчас все хорошо и внутри, и вне. Совмещать два разных проекта Жанар Дугаловой, видимо, несложно, но лучше спросить об этом у нее самой. Какая здесь может быть сложность? Это же все я пою. Это как бы не те же песни, но это песни, да, это тоже творчество. Конечно, репертуаром отличаются. Вообще, когда я пою сольно, я предпочитаю петь медленные песни, такие лиричные. Вообще я сама, наверное, вот мне как сольной певице ближе вот это, какая-то меланхолия, наверное. Вот. А в группе мы поем в основном динамичные песни, понятные больше нашей молодежи, наверное, танцевальные какие-то вещи. Сейчас мне нравится и то, и другое. Да. Это я говорю, действительно, положа руку на сердце, мне нравится и в группе, и сольно. Потому что, например, когда ты поешь сольно, ну, чтобы, скажем так, станцевать во время песни, да, на сцене, тебе нужна подтанцовка. Ну, в основном так получается. А в группе у нас есть постановки своих, да, где мы втроем можем и танцевать, и, в общем, зажигать. Поэтому плюсы есть и там, и там. Я стараюсь видеть плюсы. Жанар признается, что вся ее жизнь – это творчество, и даже в свободное время она занимает себя больше творческой деятельностью. Я пишу стихи, я пишу песни. Я не знаю, вне творчества, мне кажется, я живу так, постоянно в творчестве. Мне, на самом деле, очень тяжело дается все, что связано с бытом. Я абсолютно к этому не приспособлена. И вообще, я, знаете, раньше, пока у меня не было